Одним из первых, кто описал этот обычай и испытал его на себе, был Лев Николаевич Толстой. Указывая на дружеские отношения между казаками и горцами, Лев Николаевич отмечал: живя между чеченцами, казаки породнились с ними, освоили их обычаи, образ жизни и нравы горцев. В этом выпуске нашей программы мы попытаемся раскрыть обычай куначества, рассказать зрителю о его особенностях и, как обычно, показать ролик, посвященный этой традиции. Гостеприимство Кавказа известно далеко за его пределами. У чеченцев, а также других народов, населяющих этот край, со временем дружелюбность переходила на новый уровень. Связано это было с разными причинами. Укрепить взаимоотношения с недавним гостем, что оставило о себе самые приятные впечатления, породниться с прославленным на всю округу джигитом, завязать крепкую дружбу с народом, проживающим вблизи, узнать о них чуть больше, перенять их традиции и познакомить со своей культурой. Куначество – это своего рода симбиоз, взаимовыгодный союз двух людей, позже семей и даже целых народов. Независимо от их этнического происхождения и религиозных убеждений, люди вступали в дружеские отношения, оказывая помощь и поддержку наравне с близкими родственниками, а порой и более действенную. Такого рода родство завязывалось разным образом. В одном случае для некой семьи путник мог стать частым гостем, и со временем хозяин дома принимал решение сродниться с этим человеком. Решение довольно мудрое, ведь обычай гостеприимства включал в себя множество аспектов. Существовали строгие правила приема гостя у себя в доме, обустройства его ночлега и так далее. К примеру, обычай гостеприимства строго запрещал хозяину интересоваться делами незнакомого ему гостя, задавать ему какие-либо вопросы. Гостя принимают на высшем уровне, кормят лучшим, что есть в доме, устраивают на ночь. Но он, как и прежде, остается чужим для этой семьи человеком. Высоконравственные отношения тех времен позволяли доверять незнакомцу. Лучше нанести урон себе, приютив неблагочестивого путника, нежели прославиться на всю округу негостеприимным хозяином, не знающим своих традиций. С кунаками дела обстояли иначе. С первых же минут встречи с кунаком после традиционных приветствий хозяин подробно расспрашивал приезжего о его здоровье, о благополучии родных и близких, о подробностях каких-либо значимых событий в его семье и так далее. Подобные расспросы следовали хозяину и со стороны приезжего. В беседе с обычным гостем такой обмен вопросами совершенно исключался. Выражение чрезмерной радости по случаю приезда обычного гостя как нарушение традиционного этикета не расценивалось, но все же выходило за рамки утвердившихся в подобных ситуациях поведенческих норм. Напротив, демонстрация удовлетворения и радости видеть в своем доме кунака, как выше уже отмечалось, считалась уместной. Этнические требования сдержанности в эмоциях предусматривали здесь некоторые исключения. Кунаки принимали участие в семейных событиях друг друга, оказывали необходимую помощь и содействие. Горец считал своим священным долгом оказать при первой же надобности моральную и материальную поддержку своему другу. Они становились родственниками. И что интересно, в течение 4 колен нельзя было жениться или выходить замуж друг за друга. Они настолько, если у чеченцев сестра и брат считаются до 7 колен, нельзя выходить замуж, там и жениться, то вот с аталыком в течение 4 колен нельзя было жениться, выходить замуж. Настолько крепок был вот этот союз. Нередкими становились случаи, когда в дом прославленного на всю округу джигита приходил человек из далекого края, наслышанный о его подвигах, чтобы предложить ему свою дружбу. После долгих разговоров об отваге и чести гость сообщал истинную цель своего визита.
став кунаком местному герою, привести в его дом своего сына, чтобы он вырос таким же смелым и доблестным. Вот сейчас нам непонятно, как это отдать сына в чужую семью, в чужую среду. А раньше это было в порядке вещей. Кумыкские, казачьи, кабардинские, горцы в Грузии, дагестанские. Вот такие семьи, где человек прославился чем-то, своим поведением, справедливостью, умом, выдержкой и так далее, решительностью. Довольно часто семьи кунаков воспитывали сыновей своих близких друзей. Те, в свою очередь, набирали знания об этой культуре, изучали обычаи и традиции местного народа, вбирали в себя все самое лучшее. Воспитанные в такой среде, молодые люди становились представителями двух семейств. Два народа были им одинаково близки. В итоге, в ходе исторического развития сам институт куначества трансформировался. Традиции добрососедства и взаимопомощи стали приниматься глубже, масштабнее. Со временем это слово стало толковаться значительно шире. Появилось понятие побратимства, которое предполагало установление дружеских связей не только среди отдельных представителей народов, но и между отдельными аулами, станицами, городами, регионами и даже странами. Среди братьев, родных братьев по крови, есть иерархия, старшие, младшие, и есть определенная этика поведения, взаимоотношений. А вот друзья, старшие или младшие, но если они дружат, и друзья настоящие, то у них вот эти взаимоотношения и иерархия нарушаются. Они становятся равными. Они по существу становятся единицей из двух половин. Вот это очень ценится в чеченской среде. Вот то, что старший не скажет, брат родной, не скажет младшему, и младший не скажет старшему родному брату, они всегда обращаются к другу. И вот через друга идет информация. А вот с другом нам можно было все говорить, все, в общем, открывать душу. Это, как я сказал, две половинки одной единицы. Они сливались как друзья. Вот в этом разница между друзьями и родными братьями, или по крови братьями. Именно куначеские связи имели в виду путешественники, ученые, офицеры, чиновники, описывавшие необычайно высокое внимание горцев к гостю и говоря о культуре гостеприимства в стране гор. Много записей в литературе. Неважно, чем именно занимались в повседневной жизни друзья, какой имели достаток. Были иные ценности. Лишь достойнейшие становились кунаками, и славу им приносили не острые кинжалы, быстрые кони и меткие выстрелы. Ум, честь, благородство и мужество – вот про что слагали легенды наши предки. И сейчас на территории Чеченской Республики проживает множество потомков кунаков. Прошло несколько десятилетий. Многих друзей уже нет в живых, но их дети и внуки продолжают поддерживать сложившиеся за годы дружбы семейные отношения. Толстой саду Миср биоволчкен ванча хайсабам тя угри бизам тибан хум билгляха шасовтан лурэлча жулер ола дырста детиц хелен йо бери кеслуш замол веч лозер веч кеч ойл веч и дато молгат улшай дырста улшай жулер ja, ik weet slechts dat ik slechts zoals dat je weet, alle weet jullie. Ook zo dina zes da ijoler pearish yanar. Dat wel saden. Ijoler nog stel zo, nog zo del zo damu gaat allera. Schaun zo dan turler do elle, she turdel
Саатсун. И тура государственный музей Хинцеду, Дуньяна Ордель. Шашка подарена Леву Николаевичу Толстому, чеченцам саду Миср бием эль. Шиен буа яздина дольш, и тура инца соохтан олишту. Постановочный ролик, который вы сегодня увидите в нашей программе, посвящен Ахмеду Автуринскому, чеченскому герою, о котором слагали легенды и песни. Случай сводит его с казаком, который, как выяснилось, тоже наслышан об Ахмеде. Впрочем, смотрите сами. Да хранит тебя Господь! Ты посмотри, как он лежит здесь, посреди степи. Почему ты лежишь здесь, обдуваемый всеми ветрами юноша? Неужели нет у тебя в наших краях кунака, чтобы погостить? ده از موال های غلغستی و یوقش آرند احسون یوخی وند عصبیش خویش متک باترون احسون تبين تشبه бир бацасон. Твой булатный конь испугал моего скакуна, а ты сможешь меня испугать? Мы должны сразиться с тобой и проверить. Будем сражаться, даже если ты выше самой высокой горы или толще самого толстого дуба. Я Ахмед Автуринский, я выше самой высокой горы и толще самого толстого дуба для тебя, если бой будет честным. Да хранит тебя Господь, Ахмед Автуринский. Как ты хочешь сразиться со мною в этих коварных степях? Казак, мы будем с тобой сражаться на мечах. Давай разойдемся, вынем наши мечи и будем биться. Да хранит тебя Господь, Ахмед Автуринский. Погоди немного и послушай меня внимательно. Ты ведь не можешь сказать, что я испугался и сдался. Если ты меня одолеешь и убьешь,
Ахмед Автуринский, убивший казака, скажут люди. И никто не удивится. Но если я тебя одолею и убью, и если ты, известный на своей родине джигит, люди скажут, какой-то казак убил Ахмеда Автуринского, и твое гордое имя и честь пострадают от этого. Ты известен во всех 4 частях света, как хороший джигит, Ахмед Автуринский. Прости меня, но нас сейчас здесь не видят наши возлюбленные женщины. На меня не смотрит моя кизлярка. Не спеши, Ахмед Автуринский. Я не хочу биться с тобою. Я хочу с тобою дружить. Ну давай, расскажи теперь, Ахмед, как величают тебя в твоем селе? И что за дело привело тебя в наши казачьи степи? Зачем ты приехал, Кизляр? И чего ты здесь ищешь? Нарекли меня Ахмедом Автуринским, а приехал я сюда, чтобы жениться на кизлярке молодой. Я хочу забрать ее с собой, если, конечно, она согласится. А тебя как зовут, друг мой? Я Александр Гребенский. Я проезжал мимо кизлярки, когда ехал сюда. И когда она меня увидела, то высунулась по пояс из окна. Но я возгордился и, не оборачиваясь на нее, прискакал сюда. А тут ты лежишь. Ахмед, даже если мы оба любим ее, я уступлю тебе и женю на ней тебя. Вставай, запрягай коня, мы должны ехать в город. Здесь погоди, Ахмед, пока я пойду и поговорю с ними. Хорошо. Здравствуйте, можно к вам? Чего ты там так задержался, Санька? Выходи, я уже заждался тебя с кизляркой. Да хранит тебя Господь, Ахмед Автуринский. Так быстро эти дела не решаются. Девушку надо уговорить, убедить. Если девушка не согласна, свадьбы не будет. Что ты скажешь, доченька? Ахмед Автуринский известен не только у себя на родине, но у нас здесь, как хороший и смелый джигит. Я согласна выйти за него замуж и уехать с ним в Чечню. Мама, собери мои вещи. Ахмед, это кизлярка, смелая как волчица, своенравная как медведица, и, как видишь, красивая как солнце. Когда твои друзья и товарищи будут ходить развлекаться, ты не ходи с ними, пока она к тебе не привыкнет. Если будешь оставлять ее в одиночестве, ее любовь остынет к тебе. Счастливой дороги вам! Живите сладко вместе, столько, сколько вы этого захотите. Любви вам и согласия. Ко мне приезжай, когда только захочешь. Отныне я твой названный брат и верный друг навеки. Не забывай меня, Ахмед Автуринский.
Казаки и горцы, поддерживавшие куначеские взаимоотношения, были взаимно связаны долгом гостеприимства. Они гордились своей дружбой и передавали ее своим детям из поколения в поколение. На этом наша программа заканчивается. Помните, мы не только говорим о красоте, но и показываем ее.